Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня гость нашей программы Дмитрий Петров, известный психолингвист. Благодаря собственной методике интенсивного обучения иностранным языкам ему самому удалось выучить более 30 языков. Десятки тысяч людей во всем мире уже прошли обучение по его методике. Ну и, собственно, о сохранении, развитии и изучении языков мы будем сегодня говорить с нашим гостем. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем нашу беседу с цели вашего визита в город Якутск. Насколько я знаю, вы участвуете в работе форума межрегионального общественного движения «Новая Евразия. Арктический вектор». Почему, зачем и почему так важно вам участвовать в этом форуме? Меня всегда интересовали и интересуют вопросы, связанные с взаимодействием, взаимопроникновением различных культур вообще в мире и, в частности, на территории нашей страны, на территории Евразии в более широком смысле. Мне всегда были близки идеи Льва Николаевича Гумилева, который очень много писал и размышлял об этой огромной территории. Я считаю, что все, что связано с Евразией, не потеряло свою актуальность. Это не только история, не только наше настоящее, но и будущее. Ну, вы переводчик, вы полиглот. Давайте немножечко порассуждаем. На ваш взгляд, сколько языков нужно знать современному человеку, чтобы стать в жизни успешным? Достаточно ли хорошего владения родным языком? Может быть, в обязательном порядке нужно знание какого-то иностранного языка или языка другой народности, проживающей в России? Хорошее владение родным языком – это несомненное условие успеха в любой сфере, чем бы вы ни занимались. Я считаю, что современному человеку уже недостаточно знать всего лишь один иностранный язык. И я думаю, что при правильной методике, при правильной мотивации вполне возможно человеку, относящемуся совершенно к любой профессии, к любой сфере деятельности, знать хотя бы на базовом уровне 2, 3, может быть, 4 языка. Потому что ни один язык не бывает лишним. И это, разумеется, касается и языков региона, республики, какой-то национальной территории, если вы живете в таком месте. 30 языков. У меня, честно, в голове не укладывается, как можно это было сделать. Собственно, расскажите, пожалуйста, об этой методике, по которой вы, собственно, и изучили 30 языков, и все ли, вот вопрос такой интересный, языки можно с помощью этой методики изучить, или есть какие-то, которым нужен другой подход? Да, сначала пару слов по поводу моих языков. На самом деле, в разные периоды своей жизни я занимался гораздо большим количеством языков, может быть, даже порядка 100. Но я не могу утверждать, что я их все знаю. Потому что некоторые были связаны с каким-то периодом жизни или с каким-то проектом рабочим. Ну, допустим, некоторые языки я учил специально для телевизионного проекта или просто для пребывания в какой-то стране. Но действительно есть пара десятков языков, которыми я владею достаточно прилично, чтобы переводить, преподавать эти языки и общаться с их носителями. И по поводу того, применима ли эта методика к любому языку, она применима к абсолютно любому языку, потому что на любом языке говорят люди. И особенности психики, психологии, процесса восприятия информации людьми не столь различен, как языки, на которых они говорят. То есть есть какие-то общие принципы, фундаментальные подходы, которые действуют применительно к любому языку. Но и все-таки методики, в чем секрет? Если тезисно, буквально несколькими строчками, то, во-первых, я исхожу из того, что в любом языке, считаем ли мы его простым или сложным, есть набор базовых алгоритмов, механизмов, которые заставляют этот язык функционировать. Прежде всего, это система комбинаторики. Как слова в этом языке складываются между собой, то есть порядок слов, система функционирования глагола, то есть слова, означающего действие, и несколько других. Причем набор этих базовых алгоритмов должен быть в самом начале не просто прочитан, усвоен, он должен быть доведен до автоматизма. Ну, самое главное, понят, естественно. Да, и очень важно, так как человек, чем бы он ни занимался, склонен терять мотивацию, терять энтузиазм.
очень важно от этого автоматизма добиться на самом раннем этапе. То есть процесс изучения языка не должен затягиваться на долгие годы, месяцы. Особенно, когда пытаются этим заниматься раз в неделю, что абсолютно бессмысленно. Я считаю, что надо при наличии, конечно, мотивации выделить себе какое-то время, достаточно короткий срок, может быть, неделю, две, чтобы сделать такой ударный штурм языка и освоить его базу. А после этого можно уже расслабиться и дополнительную информацию получать в более спокойном режиме. Ну, давайте вернемся к теме национальных республик, которые вы упомянули. Их у нас в стране достаточно большое количество, и практически в каждой из них, но если не остро, то довольно-таки актуально стоит вопрос сохранения родного языка. Но если говорить о языках коренных малочисленных народов Севера, то в некоторых местах там даже бьют уже тревогу, потому что носителей языков становится все меньше и меньше, там чуть ли не до одного человека там, на населенный пункт доходит. Но и вот это ассимилирование населения, переезда из сельской местности в города, тоже очень сильно влияет на то, что родной язык люди начинают забывать. То есть, все-таки тревога у культурологов, у специалистов возникает. На ваш взгляд, как эта проблема может быть решена? Проблема очень актуальна, тем более, что люди не обязательно живут скажем, на территории какой-то национальной республики, хотя представляют эту национальность и заинтересованы в сохранении своего языка и для себя, и для своих детей. Я считаю, что очень важно для сохранения языков, а нет такого языка, который бы не заслуживал жизни, существования и развития. Требуется создавать комфортную среду, комфортную культурную среду, то есть должен создаваться информационный продукт. Для этого недостаточно разрабатывать какие-то замечательные методики изучения. В каждом языке, сколько бы ни было носителей, мы можем создать комфортную среду обитания, которая позволит языку развиваться и сохраняться. Маленький пример Я интересуюсь этим вопросом, как решаются вот такие проблемы в других странах. Например, Ирландия, где ирландский язык был на грани исчезновения. Английский почти полностью выдавил. Ирландцы воспользовались тем, что существует 2, 3, 4 деревни, рыбацкие деревни, где этот язык все еще живой, и они на лето отправляют детей из англоязычных регионов, где они проводят какие-то праздники, они там ловят рыбу, они чем-то занимаются какими-то спортивными играми. Они восстанавливают это знание языка и возвращаются в город носителями родного языка и обучают еще при этом своих родителей. То есть есть способы, есть методика. Главное, чтобы была и политическая, и экономическая воля этим заниматься. Но вот в этой ситуации все-таки больше должно государство играть какую-то роль, чтобы коренные родные языки сохранялись, или все-таки это национальное какое-то самосознание должно выйти на первые строки, и уже со стороны общественности появилась такая потребность, чтобы уже государство ее заметило и начало какие-то на это выделять или деньги, или специалистов, или что-то другое? Государство должно играть роль в том плане, что создавать комфортную среду. И не более того, потому что никакой указ, никакое постановление не заставит людей говорить на каком-то языке. Общественность, общественные организации и очень важна семья. Семейная среда. И в наше время добавилась еще одна среда. Это социальные сети. Виртуальная среда в некоторых тоже ситуациях способствует сохранению и развитию национальных языков, даже малых языков. У меня есть опыт работы с языками России. В частности, 2 года назад я сделал телевизионный проект по татарскому языку. Затем сопроводил его, выпустив книгу, курс татарского языка базовый и мобильное приложение. То есть вот это сочетание позволило охватить максимальную аудиторию. И, насколько я знаю, и носители татарского языка, и те, кто им интересуется, оценили вот этот проект. И я готов распространить его и на другие регионы, на другие республики и языки.
Вот вы упомянули социальные сети как инструмент сохранения языков, ну, вот эти новинки, технологии, создание мобильных приложений. Но есть и другая сторона медали, потому что в социальных сетях все больше и больше подростков, несовершеннолетних, которые общаются между собой на сленге, используя всевозможные жаргонизмы, которые потом незаметно переносятся уже и в реальную жизнь. Вот здесь стоит ли бить тревогу, или это все-таки социальные сети своя жизнь, а в реальную жизнь не придет вот это коверканье, скажем так, родного языка? Есть определенные процессы и в социальной, и в культурной жизни, которые достаточно объективны. То есть они могут нам нравиться или не нравиться, но это объективная реальность. Поэтому бороться с этим невозможно и не стоит. Этим стоит воспользоваться. Просто долгое время бытовало такое мнение, достаточно предвзятое, что социальные сети – это вот для определенного поколения, для определенных слоев, а мы, культурные, интеллигентные люди, будем говорить на другом языке в других местах. А я считаю, что культурная, литературная речь должна идти в социальные сети, воспользоваться ими, то есть оседлать эту волну, и тогда это будет выигрыш для всех сторон, для всех участников этой виртуальной жизни. В последнее время не секрет, что все меняется очень стремительно, в том числе меняются и требования к качеству образования, в том числе и школьного. Вот на ваш взгляд, вы очень много ездите по стране. Какая ситуация сейчас со школьными программами по изучению родных языков, русского языка? Соответствуют ли они потребностям современного человека или, может быть, что-то стоит поменять? Я считаю, что они... сразу надо оговориться, что, разумеется, во многом это зависит от учителя и от школы. Но в целом ситуация достаточно прискорбная. Потому что вот эти 9, 10, 11 лет, которые в школе тратятся на изучение языка, я думаю, что за это время можно выучить 5 или 6 или 8 языков. То есть время, которого очень много, тратится крайне неэффективно. И мы видим, что от 80 до 90% выпускников недовольны уровнем знания языка, который они получили в школе, за исключением тех, кто сам приложил к этому усилия, какие-то сам дополнительные занимался. занятия, может быть? Да, конечно. То есть такие возможности, конечно, есть. Но я считаю, что не только обязанность, но и право на приличное, не скажем очень хорошее, но хотя бы приличное, адекватное современной жизни знание языка имеет каждый человек. И школа вполне в состоянии, учитывая огромный объем времени и ресурсов, может предоставить такой уровень знаний. Но те языки, которые вы знаете, вы в той или иной мере общаетесь на них какое-то время обязательно, и с носителем языка в том числе. И не секрет, что языки начинают потихонечку тоже меняться вместе с людьми. Как вы считаете, какие факторы на это влияют? Все-таки это социально-экономическое развитие или, наоборот, социально-экономический упадок в тех или иных странах? И нет ли теоретической вероятности того, что в каком-то обозримом будущем языки, скажем так, оскуднеют или, может быть, появится некий осредненный язык, на котором мы уже будем разговаривать? Языки действительно меняются очень стремительно, до такой степени, что вечером каждого дня мы говорим уже немножко на другом языке, чем тот, на котором мы говорили с утра. А языки действительно упрощаются, причем все языки. И происходит определенная гибридизация, то есть взаимопроникновение, с которым тоже трудно бороться, потому что глобальный мир, глобальная экономика подразумевает перекрестное опыление языков между собой. Но, тем не менее, я не вижу такой перспективы, когда человечество заговорит на одном языке. Некоторое время существовала такая иллюзия, что английский язык всех победил, и теперь весь мир перейдет на английский. Но английский язык заплатил за это высокую цену. Он сам стал фрагментироваться, разбиваться на варианты, на диалекты, и вплоть до того, что сейчас британские фильмы или сериалы переводят для американской аудитории. Ну да, вот очень яркий пример. Версию, английский и американский и язык, наоборот, два разных да. языка практически. А ведь кроме них есть еще масса других. Есть еще и шотландский, ирландский, индийский, австралийский. И к ним добавились варианты английского языка, на котором говорят не носители, но которые активно его используют. То есть когда испанец и китаец говорят между собой на английском, коренной англичанин может вполне ничего не понять из их речи.
То есть язык – это живой организм, он постоянно развивается. Вряд ли мы дождемся ситуации, когда вот он закостенеет, превратится в некую постоянную стабильную структуру, которая навсегда объединит все человечество. Дмитрий Юрьевич, я благодарю вас за очень увлекательную, интересную беседу и желаю вам всего самого доброго. Ну и ждем в Якутск еще раз зимой. Спасибо вам, обязательно приеду. Это была программа «Актуальное интервью». О сохранении, развитии и изучении языков мы говорили с нашим гостем, известным психолингвистом Дмитрием Петровым. Оставайтесь на нашем канале.